В эфире передача «Ваше право». С вами прокурор Янтикского района Ястребова Оксана Геннадьевна. Наша сегодняшняя передача будет проходить в формате интервью, которое посвящено Дню борьбы с коррупцией. С нами в эфире корреспондент газеты «Канаш» Лапин Василий Степанович, а также корреспондент газеты «Ялыч-Ченя», сельский труженик Янтикского района Алексей Анатольевич Александров. 9 декабря мир отмечает Международный день борьбы с коррупцией. Россия в числе первых стран подписала Конвенцию ООН против коррупции, которая принята Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года. В третьем тысячелетии России официально объявлена о борьбе с коррупцией. Сложно переоценить беспощадную борьбу прокуратуры с этим злом. Мы знаем, что в нашей стране ведется борьба с коррупцией. Но что же такое коррупция? Насколько значимо это явление в общественной жизни? Коррупция – это достаточно обширное понятие. Законом определяется как злоупотребление служебным положением, дача или получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгод в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, как для себя, так и для третьих лиц, либо незаконное представление такой выгоды указанному лицу другим физическим лицам. Государство, в том числе наша Россия, в результате коррупционных деяний должностных лиц ежегодно несут большие материальные потери. Есть и моральные потери. Нарушаются права граждан, организаций. Официально признано, что коррупция является одним из основных факторов, которые препятствуют развитию демократического общества и правового государства. А каково место прокуратуры в борьбе с коррупцией? Весь цивилизованный мир борьбу с коррупцией признал приоритетной. В России реализуются меры по противодействию коррупции. Основная роль в такой работе отведена органам прокуратуры, которые в соответствии с законодательством осуществляют координацию работы правоохранительных органов в данной сфере. Помимо этого, органы прокуратуры осуществляют проверку деятельности должностных лиц, государственных и муниципальных органов в данной сфере, выявляют преступления, административные правонарушения коррупционного характера. Прокуроры поддерживают государственные обвинения в судах по делам коррупционной направленности. Если посмотреть на работу прокуратуры Янтикского района с точки зрения противодействия коррупции, то встает такая картина. В 2016 году внесено 11 представлений, а в 2017 году ровно в 2 раза больше. Нарушений закона в 2017 году выявлено 53, что по отношению к 2016 году больше, чем в 2 раза. С чем связаны такие большие изменения в показателях работы прокуратуры? Нами особое внимание уделяется вопросам деятельности должностных лиц по профилактике коррупции. Работу в этом направлении усиливаем с каждым годом. Стараемся охватить проверками все большее количество поднадзорных органов. К примеру, проведя проверку в деятельности администрации Янтикского района, мы выявили, что один из служащих муниципальной службы дополнительно работал по трудовому договору в иной организации, в которой получал заработную плату. Нарушение закона не уведомил об этом главу администрации. Кроме того, полученные по второму месту работы денежные средства им не отражены при декларировании сведений о доходах. Также прокуратура установлено, что 4 должностных лица администрации Янтикского района в справках за 2016 год не указали принадлежащие им на праве собственности земельные участки и иные объекты недвижимости. Обнаружены факты сокрытия полученных доходов 2 муниципальными служащими. Виновные лица по представлениям прокурора привлечены к дисциплинарной ответственности. Также уделялось внимание вопросам соблюдения порядка приема на работу бывших служащих. В соответствии с законом, при приеме на работу бывшего государственного и муниципального служащего работодатели обязаны сообщать об этом в те органы власти, где ранее человек трудился. Делается для того, чтобы не допустить факт трудоустройства служащего в организации, когда в отношении них он ранее осуществлял функции представителя власти, и получение этой новой работы могло быть вызвано бы исключительно таким его должностным положением. А в каких случаях прокуратура принимает решение о направлении дела к Фемиде?
После завершения расследования все уголовные дела направляются прокурору для утверждения обвинительного заключения. Дела изучаются тщательным образом, дается оценка собранным доказательствам на предмет их достаточности и законности. Только после утверждения обвинительного заключения дело направляется в суд для рассмотрения по существу. Вот приведу пример. В 2017 году у нас судом, Урмарским районным судом на территории Яньского района рассмотрено одно уголовное дело коррупционной направленности. Приговором суда 10 июля начальник одного из отделов администрации Яньского района признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это там 4 эпизода, это мошенничество с использованием служебного положения. Этим же приговором осужден работник одного из бюджетных учреждений Яньского района, который признан виновным в совершении совместного с ней преступления по одному эпизоду мошенничества. Приговором установлено, что в 2013, 2014 и 2015 годах, занимая должность начальника отдела социального развития архивного дела, путем обмана и злоупотреблением доверием, данный начальник похитила денежные средства, вырученные от продажи билетов на конкурсы «Янтьевская красавица». Она же признана виновной в хищении совместно работником одного из бюджетных учреждений денежных средств централизованной клубной системы путем фиктивного трудоустройства этого работника на работу в данное учреждение на должность методиста, тогда как последний трудовые функции в данном учреждении не выполнял. Таким образом, учреждению был причинен ущерб в размере более 57 тысяч. Что становится предметом вашего внимания в антикоррупционной деятельности прежде всего? Направления обширны. Это выявление фактов хищения бюджетных средств, случаев неправомерного использования государственного и муниципального имущества в личных целях, а также каждодневная работа по профилактике коррупции. На постоянной основе проводится работа по взысканию с виновных лиц ущерба, причиненного государству и муниципальным образованиям в результате совершения коррупционных преступлений и правонарушений. Прокурорский надзор имеет целью фактическое погашение такого ущерба. Вот по примеру, который я привела, сейчас приговор озвучила, по факту хищения бюджетных средств начальник отдела администрации района прокуратура Яньского района предъявила иск в суд о возмещении причиненного ущерба в суд. По результатам рассмотрения данного искового заявления решением Урмарского районного суда уже с бывшего начальника отдела администрации района и работника бюджетного учреждения в пользу бюджета Яньского района и централизованной клубной системы взыскан ущерб, который причинен в результате совершенных коррупционных хищений. Это в общем размере более 110 тысяч. Насколько трудно, исходя из вашей практики, выявлять коррупцию, если она расцвела во властных структурах, и если к ней причастны должностные лица муниципальных или государственных служб? Конечно, это нелегко, ведь коррупция латентна. Ни один коррупционер не желает признаваться в том, что он дал или получил взятку, совершил хищение. И очень жаль, что зачастую участник коррупционных преступлений являются сами граждане, которые предлагают должностным лицам для решения своих вопросов незаконное вознаграждение. Таким образом, и маленькие люди, как они считают, оказываются вовлеченными в коррупционные схемы. Круг замыкается. Никто не заинтересован себя выдавать. Приходится по крупицам собирать доказательства правонарушений, изучать косвенные документы, находить очевидцев событий. Корреспондент газеты «Карнаш» Василий Лапин. У меня такой вопрос. Оксана Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, хотя бы один случай из вашей прокурорской практики, связанный с противодействием коррупции. Такие случаи не единичны и очень разнообразны. Например, директор одной из школ незаконно использовал для свадьбы своей дочери помещение образовательного учреждения. Естественно, никакого разрешения на использование муниципального имущества для таких целей не было получено. Оплату за аренду не производилось. По мерам прокурорского реагирования директор привлечен к административной ответственности, причиненный бюджету ущерб по требованию прокуратуры возмещен. Но также вспоминается, как один участковый уполномоченный полиции допустил конфликт интересов. Использовал в своем хозяйстве труд лиц, состоящий на профилактическом учете. По его участку работник уволен со службы. Или могу вспомнить еще один случай. Инспектор ГИБДД не стал составлять административный протокол на свояка, который был в состоянии опьянения, который допустил наезд на пешехода. Он же получил от водителя, который лишен управления правом транспортным средством, взятку путем погашения долга, который у него имелся в магазине автозапчастей. По приговору суда данный сотрудник полиции осужден и уволен со службы. Возможен ли реальный успех прокуратуры в борьбе с коррупцией? Такой успех, чтобы борьба не превратилась в сизифов труд.
Мне довольно-таки нередко приходится сталкиваться с мнением, что коррупция в России неискоренима, так как существует множество столетий. Последние годы мы планомерно движемся к этому. Конечно, при этом нужно обращать особое внимание на работу правоохранительных органов, в том числе самим не совершать порочащих честь мундира поступков. По моему мнению, без осознания обществом зла, порождаемого коррупцией, без деятельной поддержки граждан к успеху мы не придем. Я призываю всех быть неравнодушными, активными, чтобы вместе бороться с этим злом. Если что-то известно о фактах коррупции, сообщайте в прокуратуру. Будьте уверены, все обстоятельства будут проверены, виновные наказаны. Не поддавайтесь уговорам недобросовестных чиновников, которые вымогают у вас взятки. Помните, что передающий служащему денежные средства гражданин сам становится участником преступления. За дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность по статье 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, который предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратной суммы взятки. Лицо, которое, если добровольно сообщило о даче взятки, либо если в отношении него имело место факты вымогательства, то оно освобождается от уголовной ответственности. Напоминаю, что в прокуратуре Янинского района продолжает действовать телефон горячей линии для приема сообщений о фактах коррупции. Сообщением об известных случаях коррупционных правонарушений, преступлений граждане могут обратиться по телефону 2 13 82, код Янинского района 83 548. На этом наша передача заканчивается. Благодарю всех за участие в нашей передаче. Спасибо.